энциклопедий, и этим мы отличаемся, скажем, от других регионов. Вот на северо-востоке не у всех есть вот такой закон, поэтому мы сумели сохранить в сложные 90-е годы необходимую такую динамику развития науки. Когда закрывались целые институты в Российской Федерации, мы с минимальными, будем сказать, такими потерями сохранили свои крупные институты. Вот кадровый состав, он тоже сохранился. Академия наук имеет очень развитый гуманитарный блок. Одно время я работал руководителем даже этого отдела. Энциклопедистика – это стало очень важное научное такое направление в Российской Федерации. Мы имеем очень большие заделы благодаря методической помощи Башкирского института энциклопедистики, который получил статус прямо от президента Российской Федерации, статус федерального головного института. Мы прошли там обучение, имеем очень большие контакты, даже часть их работников у нас работает по совместительству. Благодаря этим мы освоили вот это искусство, эту науку, как составляются вообще энциклопедические издания. Первой попыткой, что ли, был и энциклопедический, значит, и орфографический словарь якутского языка. ЕГИ вы, наверное, видели, там много томов. Это вот энциклопедический словарь Якутии, который мы вам подарим, да, такой вот приятного бирюзового цвета. Это не полный словарь, а очень краткий. Здесь вот такой есть словник от А до Я. Здесь основные понятия и основные такие исторические и действующие, заметные, персональные. То есть люди, фамилии, которые вошли туда, вот в энциклопедию. Уделяется тоже очень большое направление. Поэтому вот гуманитарный блок – это энциклопедистика, это родные языки, и вот другие тоже направления. Молодых людей приветствую в стенах Академии наук. Это святое место, да, для каждого молодого человека, потому что это вершина, айсберг, пик, можно сказать, где собираются ученые за этим столом. Вот посмотрите фотографии. Вот здесь лауреат Нобелевской премии Жорж Санферов, когда здесь был. Это последний наш лауреат Нобелевской премии, известный человек в области физики. Рядом с ним вот Василий Васильевич Филиппов, первый наш президент Академии наук. И, конечно, сбоку здесь Ларионов Владимир Петрович, первый академик народа Саха, который обосновал структуру стали, чтобы они на морозе не ломались, были стойкими. Такими стойкими, как народ Саха, который живет в Якутии и выдерживает такие большие морозы, да? Большие морозы. И свою вот эти знания передает всем, кто к нам приезжает. Пусть это русские, пусть это татары, башкиры, киргизы. Со всеми мы в Якутии живем дружно на 1/5 территории. Поэтому это был такой тогда своя народный подход. Это тоже была наука, да, потому что у нас письменности не было. У нас не было письменности, зато у нас было оломхо. Мы оломхом, тоюками передавали свое историческое наследие, передавали опыт, свою культуру, свою философию. Лошадь, она вот эту территорию нас создавала, у нее же копыта такие, как плоских, да, и этим она утрамбовывала. Она переваривала пищу, и часть пищи, особенно семена, они не полностью перевариваются, как у коров. У коров 4-камерный желудок, а у лошади однокамерный. Поэтому не переваривались и семена, и лошадь повсюду это как бы сеяла, можно сказать, семена для произрастания различных растений. Вот, так что лошадь имеет большое такое. А как вот это вот начало, вот как мы преподали. Вот, и это так как был определенный успех, они согласились с нами сотрудничать, да, в этой области. И мы приехали сюда, и вот эту легенду начали развивать. Я пригласил Алексея
об этом сообщил, Алексей пригласил, и вы очень активно поработались, и из него получился вообще целая большая книга, очень интересная книга, да, что это такая вот приключенческая история мамонтенка и так далее, да, поэтому я вам очень благодарен, какая у вас выдающаяся великая фантазия, да, которая у вас живет. Это, видимо, передалось от нашего народа, от нашей этой традиции, да, от Олонхо передалось вам. Вот. И вы смогли сообща сделать такое чудо, которого еще такой книги не было. Это детская фантазия во главе, как говорится, с нашими журналистами, писателями, художниками, особенно ваши рисунки, вот школы имени Кима, да, художественная школа. И я очень вам благодарен и хотел бы с вами дальше еще сотрудничать. Дальше сотрудничать, да, в области холода, например. Холода, ага. Холод же все очищает, холода становится все меньше, меньше. А главный хранитель холода, как говорит Андрей Савич Борисов, это народ Саха. Хранитель холода. Отражает. Понятно, да? Отражает. И когда отражает, значит под ним лучи, тепловые лучи не проходят, да? И не тает. Тундра, видите, как природа себя спасает. И если есть влага, влага-то испаряется и охлаждает. Это как холодильник работает Ягель. Физика в области уже помогает вытягивать. Поэтому Ягель быстро работает, быстро охлаждает территорию, держит в охлажденном виде. Поэтому там ничего не портится, ничего не гниет. Поэтому птицы куда летят? На север. Там гнездятся, там рождаются птицы. Поэтому мы стараемся увидеть вашими глазами. Что наши дети скажут, для нас это очень интересно. Вот поэтому вам огромное спасибо. И вот второе, вот если вы попросили в этом направлении, можно в вашей школе, вот дети, тоже что-то сделать. И создавать интересные проекты тоже вместе с вами. Ну, если вот здесь посмотреть, да, вы видите начальную страницу. Здесь можно пролистать ее вниз. Угу. И здесь вы увидите как новые статьи, которые появляются у нас на сайте, да, и авторов статей, которые пишут для нас статьи. Здесь надо упомянуть, что в числе авторов энциклопедических статей у нас 237 авторов, да, и общественных помощников, волонтеров научных, которые помогают нам составлять статьи, искать иллюстрации. И среди авторов есть у нас действительно члены Академии наук Республики Саха-Якутия, члены-корреспонденты Российской Академии наук, специалисты, которые работают по направлениям тематическим, которые указаны в энциклопедии. Когда вы зайдете на рубрики, вы сможете увидеть разделы. У нас в энциклопедии 67 разделов. Это очень много. Это все направления нашей жизни, все области исследования, которыми занимаются наши ученые Якутии. И, например, если зайти на какую-либо рубрику, вы нажимаете на лупу и попадаете в данный раздел. Допустим, здесь я бы хотела показать интересную статью о нашем дереве Ал-Лукмас. Это, получается, модель нашей Вселенной. Да? Почему я хочу обратить на нее внимание? Связано это с тем, что иллюстрацией к данной статье являются как раз-таки профессиональные художники, которые поработали с текстом якутских народных загадок. Они рассмотрели, значит, структуру Вселенной, как она передается через загадки. И вот эти образные картины получили вот такой вот вид. Видите, да, что наша Вселенная, она состоит из трех миров: нижний, средний, верхний. И основной спиралью у нас является дерево Ал-Лукмас, и в данном образном соотношении это Серге. И вы тоже можете вдохновиться трудом наших ученых, изучить как фольклор народный, да, так и
любые энциклопедические статьи и сделать свое творчество. Я думаю, что в будущем мы с нашими коллегами отдела придумаем тоже интересные конкурсы, связанные с художественным творчеством и с писательским вашим талантом. В целом, по сайту, значит, у вас ждет, значит, интересное приключение по миру энциклопедии. Пожалуйста, читайте, смотрите, вдохновляйтесь. Здесь, имея личный кабинет Национальной библиотеки на электронном портале, вы можете прочитать еще и книги, которые есть в базе электронной Национальной библиотеки. Спасибо за внимание. Читайте энциклопедию, вдохновляйтесь трудами ученых, рисуйте и рассказывайте о нашей энциклопедии. Она самая. Сейчас рассказал Леонид Николаевич, это только начало, это будет большой проект, там будут участвовать, вообще как бы сначала начинается вот как бы с детства, да, написать сказку, вот, потом уже какие-то профессионалы будут писать какие-то большие произведения, потом художники будут рисовать еще дальше, да, еще будут музыканты это уже делать свои какие-то другие и так далее. И вот это все в конце концов вот так вот потихонечку будет продвигаться по всему миру. И вот особенно это вот как бы с Японией еще будет дружба, да, и вы будете говорить, вот в самом начале мне было столько-то лет, и я тогда участвовал в этом конкурсе, и еще вот вы получили сегодня призы. Это еще не все. Остальным ребятам я тоже хочу раздать. Вот смотрите, вот есть у нас вот такие замечательные, как бы вот журнал, где я работаю, да. Кстати говоря, здесь могут печататься дети уже с 12 лет, если пишут сказки, рассказы и так далее. Поэтому приглашаю вас тоже печататься. И лучшие работы, я вам обещаю, они тоже будут опубликованы на наших страницах. А обращаясь уже к ученым, я хочу сказать, у меня есть для вас новость. Журнал «Полярная звезда» мы вот подали на РИНС. Вот, то есть это уже вы можете публиковать здесь свои научные работы, вот, поэтому это очень интересно будет. Здесь вообще полярная звезда, но это же вообще действительно вся наша наука, которая касается нашего северного края, здесь может быть опубликована. Вот. И так как оно будет в РИНСе, значит, это уже все будет уже котироваться, и это уже можно будет указывать в своих в научных работах и так далее, да, поэтому вот я уже приглашаю вас участвовать, и, конечно же, я напишу сегодня же в сайте нашем об этой энциклопедии, вот, поэтому вот с Варварой Васильевной будем дальше еще работать тоже, так что очень полезный и для меня тоже оказался вот этот день, да. А еще я хотела сказать, что сегодня день Святого Луки. То есть вообще получилось, что день Святого Луки – это когда мы вспоминаем наших предков. И именно в этот день мы говорим о такой теме. Мы вспоминаем наших предков, как они жили, да, как они выращивали лошадей, вот, как до этого были мамонты и так далее. То есть вот это вот очень такой знаменательный день получился, очень памятный. Хочу еще подарить вам вот такие книжки «Кырсыон Набагархас». С этой стороны вот по-русски читаете «Снежок и громоглас», а с этой стороны вы читаете по-якутски. Вот как повернули вот так, так и повернули вот так. Это я вам сейчас раздам. А что касается творчества, ребята, какие вы молодцы. Потому что когда человек рисует, когда он пока еще не умеет писать, он рисует. Вот. Это самое первое, что сделало человека человеком. Вот. То есть как бы животные же не умеют рисовать, а человек может. И уже самый маленький ребенок может рисовать.
Вот. И какой у вас замечательный преподаватель, да, который уже это, и картины какие, вот я тоже у вас куплю картину как-нибудь, вот, на память для себя. Вот. И детей учит, и картины пишет, и рассказы иллюстрирует. И насколько они хорошие, теплые рассказы тоже получили. Ну, как бы вот эти иллюстрации к рассказам получились, да. И где записывать. Все. Вы в любом месте можете быть писателем. Вы можете быть писателем где-нибудь там у костра, сидеть там на тетрадке или на блокноте писать. Да? Вы можете быть писателем на работе у себя, да, чуть-чуть отдохнули, вот, тоже посидели, пописали, или там же на компьютере вот это Word открыли, написали. Ничего не надо, никаких условий не надо. Вот, было бы что сказать. И при этом... вот подумайте, да, быть писателем — это действительно настолько, как сказать, почетно. Всех писателей же мы знаем. В номинации «Рисунок сказки» конкурса авторских сказок о якутской лошади присуждается Крыловой Виолетте Сергеевне, детская художественная школа имени Ким, руководитель Шандрина Антонина Валентиновна, техника гуашь акварель. Позвольте вручить. Вот здесь подарок. Краски, кисти. Нашему вот Ираиде Поповой, вот автор сидит, благодаря вот ученым, которые вам все сегодня рассказали же, да, ребятки? И хочется сказать, что к чему мы пришли. Вот я вам рассказывала сказку, да, сначала, потом у нас была научная вот исследовательская пора была же, помните, я вам рассказывала про мамонтов, про лошадок. У нас потом, что у нас получилось? У нас получились рисунки, да? И к чему я хочу сказать, да, чтобы и в дальнейшем, что у нас вот так пошло вперед, детям хочу сказать, нужно изучать углубленно, да, то, что мы рисуем на бумаге, мы делаем исследования, значит, наука, фантазия. Когда я сама вот иллюстрировала вот эту сказку, были очень интересные моменты, и вообще наша культура, вот народ Саха, где мы живем вот в такой природе, да, получилась очень интересная история. Я думаю, что в дальнейшем будем с вами тесно сотрудничать и работать, да. И хотелось бы почаще таких конкурсов интересных, чтобы детям тоже было... Вот они открыли совсем другой мир, да, ребята? Про якутскую лошадь мы же не знали, вот такой истории же мы не знали, да? И вот интересные такие работы получились. Всем спасибо. Дальше будем работать. Да? Это часто очень упоминается в различного рода научно-фантастических романах, повестях. Есть куча авторов, которые писали очень много фантастики, и там упоминали вот те объекты, те вещи, которыми вы сегодня пользуетесь. Сказка стала реальностью, но она сначала прошла путь от того, что кто-то нафантазировал, причем глубоко. То есть этапы от сказки до реальности проходят через фантастику. И что касается тех, кто рисовал, запомните, из ваших рисунков может родиться кино. Вы, наверное, знаете, как из комиксов вдруг появились фильмы, которые вы сейчас, наверное, все смотрите, об этих всех супергеройские серии и так далее. Поэтому то, что вы сегодня делаете, это может стать началом очень большого
и очень интересного пути от фантазий, от вашего видения, вот то, о чем говорил Леонид Николаевич, от вашего незашоренного взгляда на жизнь. Вы можете увидеть то, что сегодня для вас кажется несбыточным и что в ближайшее время может стать совершенной реальностью. Я просто в силу своего возраста когда-то читал вещи, которые казались совершенно невозможными. То, что вы сегодня смотрите, разговариваете по телефону между собой в 90-х годах и даже в начале 2000-х, это было абсолютно нереальным, это казалось сказкой. А сейчас это стало обыденными вещами. Так же, как полеты в космос и те фантастические, сказочные, фантастические вещи, они вдруг стали реальностью. Поэтому мы вам предлагаем, наверное, даже не напоминаем, вы уже, собственно, вошли в историю, вы сегодня уже запечатлены, так сказать, как авторы нового, авторы того, чего еще нет, но что может стать реальным. То, что получит наука, а потом впоследствии и вы в своей обыденной жизни. Поэтому запомните, читайте больше, вспоминайте тех авторов, которые когда-то фантазировали, и то, что превратилось на сегодняшний день в реальность. Вы должны понимать, то, что сегодня вы задумали, вы можете воплотить в жизнь. То, кем вы станете, зависит прежде всего от вас. Если вспомнить те исследования, которые когда-то проводились, то люди, дети вернее, которые любят фантазировать, иногда даже, когда-то где-то кто-то когда-то говорит, что они там привирают. Вдруг оказывается, что вот эта вот фантастика – это путь к дальнейшему развитию, путь к вершинам, наверное, и научного, и такого обыденного, что может вам и нашему человечеству вообще облегчить жизнь. Поэтому в дорогу, не стесняйтесь, спрашивайте, читайте больше, смотрите больше, рисуйте комиксы, в конце концов, и это тоже стать может мультиками, это может стать большим направлением в кино. Республика на сегодняшний день неожиданным совершенно образом стала одним из лидеров российского кино. Она создает те образы, те фильмы, которые идут на российском экране, которые стали предметом рассмотрения уже и за рубежом. Поэтому в добрый путь, старайтесь и помните, что все, что кажется несбыточным, может стать реальным. Академии наук. Благодарим вас за творчество. Я думаю, что ваше творчество вдохновит всех, кто читал сказки, кто просмотрел ваши рисунки. Я думаю, это начало нашего большого общего пути. Спасибо большое педагогам, которые так внимательно относятся к творчеству и самовыражению учащихся. Уважаемые наши писательницы, за то, что вдохновляет через творчество молодежь. Мы все-таки люди, которые хотим оставить после себя важный след. И пусть начало нашего общего пути будет в стенах Академии наук. И благодарность вам, и, пожалуйста, передайте своим родителям, родственникам, что вот есть такие у нас книги, как энциклопедический словарь, выйдет энциклопедия Якутии, 1 том, читайте всей семьей, вдохновляйтесь, очень много ценной информации вы почерпнете из нашей научной литературы. В добрый путь всем!